Қайырлы күн, әріптестер. Сегодня мы пригласили вас на интересную пресс-конференцию. Спикером нашей пресс-конференции является Бибиджан Салаула, адвокат группы обвиняемых в хищении золота в городе Семей. И родственники наших, и спикерами выступают родственники, близкие обвиняемых в громком деле. Сейчас они выступят, по итогам их выступления вы зададите свои вопросы на русском и казахском языке. Алтынай, вам слово. Здравствуйте всем. Меня зовут... Всем здравствуйте. Меня зовут Абеова Алтынай Дюсеновна. Я являюсь сестрой задержанного Абеова Атыбая Дюсеновича. И хочу, с вашего позволения, прочитать текст, так как я очень сильно волнуюсь и боюсь упустить какую-либо серьезную информацию. Мы, Абеова Алтынай Дюсеновна и Умирбаева Куралай Урызбековна, просим у вас помощи и защиты наших братьев Умирбаева Калкена и Абеова Атыбая, как граждане Республики Казахстан. Обращение идет у нас к представителям ООН, президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. 10 марта 2021 года по указанию бывшего президента КНБ Карима Масимова и его заместителей генерала-майора Ергожина Д., начальника 5-го департамента, полковника 4-й службы КНБ РК Искакова, наших братьев Абеова Атыбая Дюсеновича и Умирбаева Калкена Урызбековича и многих других виновных и невиновных лиц по подозрению в хищении золотосодержащей руды САО «Фикалел», город Семей, произвели их задержание. 13 марта 2021 года их на самолете привезли в город Нур-Султан. В самолете на их головах были надеты мешки, а руки завязаны скотчем, и прямо в самолете их начали избивать. Привезли их в город Нур-Султан, в СИЗО 12 ЕЦ 166/1, в корпус 1 на 3-й этаж, как они сами его называют, спецпродол КНБ. Их по прибытию также продолжали избивать сотрудники КНБ РК с дубинками, деревянными палками, толкали в рот кипятильник, не давали спать, заставляли стоять на месте без движения по 20 часов в сутки, толкали их голову в унитаз, заставили отказаться от своих адвокатов и дали взамен государственных защитников. Раздевали догола и в обнаженном виде избивали, обливали водой и выталкивали на мороз, заставляли давать показания такие, какие им нужны. Следователи, а именно СД КНБ РК, майор национальной безопасности Жанатбек Танирберды, майор национальной безопасности КНБ РК Смагулов Диас, майор национальной безопасности КНБ РК Жаналиев Алишер, оказывая на них психологические угрозы и давление, заставили оговорить себя и других лиц по возбужденному материалу уголовного дела номер 21-5041413 следователями МСОК КНБ МВД Бодровым и далее Жанатбеком Танирберды и группой следователей в количестве 150-200 человек. Карим Масимов дает приказ заместителю генерала-майору Ергожину, Ергожин начальнику 5-го департамента полковнику 4-й службы КНБ РК Искакову, а Искаков начальнику 4-го управления 5-го департамента СЭП КНБ РК Тену Андрею Эдуардовичу, а Тен руководителем МСОК КНБ РК майору национальной безопасности Жанатбеку Танирберды, где они стряпают свою схему и план. И путем применения насильственных психологических пыток заставляют группу виновных и невиновных лиц подписывать признательные показания и оговаривать друг друга, а именно роль сотрудников Центрального аппарата КНБ РК и сотрудников пограничной службы КНБ РК, которые были прикомандированы сотрудниками КНБ РК в СИЗО номер 12 ЕЦ 166/1 города Нур-Султан в период с 10 марта 2021 года по 26 марта 2022 год, которые активно участвовали и применяли пытки. Сотрудники Центрального аппарата Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, оперуполномоченный КНБ Абдугали Хамид, самая активная роль участия в пытках, наносил удары руками по всем частям тела, заставлял ползать по продолу, бегать, отжиматься, делать приседания, стоять на линии по 20 часов в сутки, оказывал психологическое давление, а именно говорил, что они попали в ад, что от такого режима сна у них не выдержит сердце, и они умрут. Заставил оговорить друг друга и подписать признательные показания, что имущество их родных добыто преступным путем.
Всем сотрудникам ПС КНБРК он давал указания, чтобы они всячески их изматывали, то есть заставляли стоять на линии по 20 часов. На прогулку выводили только 1 раз в месяц. Моего брата Абеова Атыбая Дюсеновича, подполковника Центрального отдела полиции города Семей, специально посадили в камеру с рецидивистами, ранее судимыми, убийцами. Все это делалось для того, чтобы он морально сломался и согласился на их условия. И также Абдугали Хамид заставил их отказаться от частных адвокатов, которым уже были проплачены денежные средства за их услуги, и заставил взять государственных адвокатов, которые будут молчать о пытках. Таким образом, Абеову Атыбаю и Умирбаеву Халкену вменили все 49 эпизодов по краже. Хотя Абеову Атыбаю делали операцию на геморрой, и он не мог участвовать в краже. Он находился в больнице, а потом дома. Умирбаев Халкен проживал и работал в городе Нур-Султан. Подтверждающие медицинские документы у нас все имеется. Основной фигурант по краже – это Кимбаев Аскар. Но так как его родная сестра работает в ВКО судьей по уголовным делам, а брат прокурором, его сделали лицом, имитирующим преступную деятельность, и по нему дело закрыли. Кимбаев Аскар является начальником охраны и всех видеокамер АО «Фикалел» с 2008 года, где он дает полные признательные показания. Все кражи происходили через Кимбаева Аскара. Он останавливал при кражах с различных лиц, в том числе и граждан Российской Федерации, все камеры, и открывал всем ворота, кто приходил на кражу, и имел со всех свои проценты. Охранникам он платил по $1000 США за 1 раз. Потехин М., директор СОП, гражданин России, знал о хищениях и ничего не предпринимал. Прямой начальник Кимбаева Аскара и всех видеооператоров. Потехин везде установил камеры в 2018 году, но почему-то не установил камеры в золотой комнате. Установил только после 10 марта 2021 года, когда их задержали, когда все раскрылось. Потехин в конце 2020 года переезжал из города Благовещенска в Москву, где покупает дом и новый автомобиль BMW X5. После того, как в мае 2021 года на него начинают копать насчет хищений Чалы СФ, Потехин его увольняет. В июне месяце 2020 года, после того, как запросили видео со всех камер системы наблюдения, Кимбаев Аскар ничего не обнаружил, якобы и причем 2 раза по причине повреждения жесткого диска. Потехин объявил всем, что Кимбаеву сделал выговор, но в характеристиках выговора нет. Позже, после 10 марта, Потехин всем заявил, что якобы знал и следил за ними 2 года. И под руководством Тена и Жанатбек Танирберды сфабриковали и добавили статью 262 ОПГ. Хотя данной статьи там нет, каждый по отдельно через Кимбаева Аскара производили кражи, где Кимбаев получал свои проценты с каждого. Оперуполномоченный КНБРК Аманов Еркын, он так же, как и Хамид, принимал участие в избиениях. Вместе с Хамидом заставили Абеова Атыбая Дюсеновича искать 4 килограмма золота и позвонить Мурзатаевой Алтынай по видеозвонку на WhatsApp в СИЗО 12, где запрещены телефонные звонки. И Мурзатаева Алтынай сразу же заметила, что у Абеова Атыбая Дюсеновича руки были сзади, и телефон кто-то держал перед ним и заставлял говорить слова, что на Атыбая оказывали психологическое давление. Она сразу же написала жалобу генеральному прокурору РК Нурдаулетову Гизату Дауримбековичу. Номер ЖТМ 0121-16967 от 7 апреля 2021 года, где Генеральная прокуратура РК в лице старшего прокурора Серикулы Н, исходящий номер 20121-23076 от 8 апреля 2021 года, дали невразумительный ответ, но она сделала скрины звонков и на кого зарегистрирован был данный исходящий номер. Он был зарегистрирован на Абдугали Хамита Сакен Улы, ГУ, воинсковая часть 010608. Копия доказательных документов у нас имеется. Абдугали Хамид и Аманов Еркын, оперуполномоченный КНБРК, также заставили Абеова Атыбая позвонить к родной сестре Абеова Алтынай на WhatsApp, то есть ко мне, чтобы она нашла $40 000 США и привезла к Тену. И мне пришлось взять в долг данную сумму денежных средств. Могу доказать все это в суде. Именно Абдугали Хамид и Аманов Еркын говорили, что данное дело находится на контроле у Масимова, и что сам бывший президент Российской Федерации Медведев Д.
звонил к Масимову и благодарил его за то, что под руководством Масимова раскрыли дело. Именно Абдугали Хамид и Аманов Еркын обещали, что если согласятся на их условия, то они уберут им особо тяжкие сфабрикованные статьи и заключат процессуальное соглашение. Обещали им помочь по имуществу, но в конце следствия загрузили статьями, забрали все имущество и обманули. Заместитель управления КНБ под именем Нургильдин, он один из начальников, оказывал психологическое давление, говорил им и пугал их тем, что у них нет иного выхода, как пойти на их условия. Он присутствовал на пытках и закрывал на это глаза, хотя Нургильды, как их руководитель, должен был их останавливать, так как все, что они делали, было незаконно. Физически Нургильды и применял тоже пытки к Нурмагомбетову Аскару, бил его кулаками, которого в ВВС в городе Семей через пытки положили под кварцевые лучи. После этого администрация ГКП и ПХВ сообщает, что на пульт скорой помощи поступил вызов 13 апреля 2021 года к пациенту Нурмагомбетову Аскару. После осмотра выставлен диагноз артериальная гипертензия второй степени среднего риска, криз, электроофтальмия первой степени, кварцевая лампа. Все подтверждающие медицинские документы прилагаем. Нургильды говорил, что и в суде они только смогут им помочь, и никто другой, и иного шанса у них нет. По указанию Нургильды их ставили на линию спецпродола и избивали. Руководитель МСОК Жанатбек Танирберды в курсе всего происходящего, что происходило в спецпродоле, как их пытали, так как когда их допрашивали следователь Смагулов Диас и Жаналиев Алишер, они в их присутствии звонили к своему руководителю Танирберды, и он их инструктировал, в каком плане необходимо допрашивать. После, в конце допроса, они фотографировали на свой сотовый телефон весь допрос и отправляли по WhatsApp к Танирберды. И только после его одобрения распечатывали, и они там сам расписывались. В случае, если следователей что-нибудь не устраивало, то их уводили на спецпродол, где Абдугали Хамид вместе со своими помощниками их избивал. Также примерно в начале лета 2021 года Танирберды сам приехал в СИЗО-12 города Нур-Султан. Когда Абеова Атыбая Дюсеновича завели к нему в кабинет, в ходе разговора он ему сказал, чтобы он был до конца в сознании и признавал все, что они на него повесили, и что в суде он поможет. А если сделает по-другому, то на суде получит максимальные сроки. В конце сентября 2021 года их привезли на следственные действия в город Семей. И, находясь в здании КНБ по улице Аманова, 10, сам Танирберды сказал Абеову Атыбаю Дюсеновичу, что если на следственном действии и показании на месте он не сделает так, как им надо, то они не разрешат свидания с родными, которых Абеов Атыбай не видел на протяжении всего 2021 года. После его забили в кабинет к Тену Андрею Эдуардовичу, который повторил все слова Танирберды. При этом сказал, что если они будут признавать также все сфабрикованные статьи, то они им сделают процессуальное соглашение. Также Танирберды сказал, что в вечернее время Абеову Атыбаю в ВВС принесут бумаги, которые он должен будет выучить, и на показаниях на месте все сказать, как им надо. В этот же вечер, когда Абеов Атыбай находился в ВВС город Семей, туда пришел оперуполномоченный ДКМБ РК Досов Абзал и передал ему бумаги, которые он должен был выучить, и напомнил, что если он не выучит их на следственных действиях, скажет что-то не так, они не дадут ему свидания с родными. Следователь Смагулов Диас на каждом допросе угрожал, что если они не дадут тех показаний, которые им нужны, то отведет их на 3-й этаж к Абдугали Хамиту, где он в любом случае их заставит. Когда Абеов Атыбай не говорил как ему угодно, то Смагулов Диас приостановил допрос и сам лично завел Абеова Атыбая на 3-й этаж к Абдугали Хамиду, где в его присутствии Абеова Атыбая, Какимова Асхата и Умирбаева Калкена избивали до тех пор, пока они не сделали так, как им надо. Также Смагулов Диас обещал процессуальное соглашение и обещал, что на квалификации не будет особо тяжких статей. Еще он принимал отказы от адвокатов и говорил, зачем вам им деньги платить, все равно они вам не помогут. Следователь Жаналиев Алишер делал все то же самое, что и Смагулов Диас. Когда у Абеова Атыбая был допрос по статье 367, Абеов Атыбай сказал, что не знал, что находилось в пакете, который попросил передать Мекишев Диас. Но Жаналиев Алишер сказал, что квалификации
что квалификация будет 367 статья, то есть посредничество. После Абиову Атыбаеву пришлось сказать, как им надо. А то опять бы подняли на 3-й этаж к Абдулгали Хамиду, спецпродол. Хотя Мекишева Диаса задержали 10 марта 2021 года, после, по интересно неизвестным причинам, Жанатбек Танирберды сделал его посредником, что якобы Мекишев имитировал преступную деятельность, хотя Мекишев Диас передавал денежные средства сам лично начальнику 5-го управления 5-го департамента СЭП КНБ РК Нуранову Миржану за покровительство. То есть Мекишев Диас сам давал взятку. Теперь его статью вменили нашим братьям Умербаеву Халкену и Абиову Атыбаеву. Жаналиев Алишер также всегда угрожал и обещал процессуальное соглашение, если они все статьи до конца будут признавать. Следователь Кочуров Александр на допросах говорил, что лучше с ними дружить, с их руководством, признавать все статьи, что иного выхода у них нет. Тоже обещал процессуальное соглашение. Также все вышеуказанные сотрудники говорили, что им нужно в первую очередь погасить иск заводу «Фикалел». Хотя от завода АО «Фикалел» никакого иска и даже заявления не было. От завода «Фикалел» только было отношение от 10 марта 2021 года. В этом отношении не было наших братьев. Там было всего лишь 4 других лица. И заявление по кражам было от АО «Фикалел» только в 2015 году. А наше данное уголовное дело сфабриковано с ноября 2019 года. Сотрудники пограничной службы КНБ РК. Сартай Кайрат, непосредственный исполнитель всех пыток, является правой рукой Хамида, его главный помощник. Выполнял все указания Хамида и Аманова Иркына. Избивал резиновой дубинкой, руками, ногами, пихал в рот кипятильник. Головы в унитаз, заставлял мыть унитазы, заставлял делать физические нагрузки, по 20 часов стоять на линии спецпродоли. Мухтарханов Куандых, второй помощник Хамида, так же, как и Сартай Кайрат, выполнял активную роль в пытках. Также заставлял писать отказ от адвокатов прямо в камере, образец которого у него был. Всех избивал деревянной палкой в область ног, заставлял стоять на линии по 20 часов. Дархан по прозвищу Даке, 32-37 лет, побрил всех на лысо, насильно, хотя это не положено и противозаконно, так как они всего лишь последственные, а не осужденные. Оказывал психологическое давление, заставлял стоять на линии. Азиз, примерно 35 лет, ставил на линию спецпродоли КНБ и, как и все, оказывал психологическое давление. Ерден, примерно 50 лет, вместе с Артай Кайратом, Мухтархановым Куандыком, Абдулгали Хамитом пытался засунуть голову моего брата Абиова Атыбая в унитаз. Ставил так же, как и все, на линию спецпродоли КНБ. Мукан, примерно 37 лет, уроженец города Тарас, как и все, ставил на линию спецпродоли, оказывал психологическое давление. Рустем или Русик, примерно 25 лет, как и все, ставил на линию спецпродоли, оказывал психологическое давление. Альдибек, но все его называют Адылбек, примерно 30-35 лет, как и все, оказывал психологическое давление, ставил на линию спецпродола и некоторых избивал. Адильбек, примерно 1999 года рождения, оказывал психологическое давление, ставил на линию спецпродоли. Все вышеуказанные пограничники были на какое-то время откомандированы в спецпродол ЕЦ-166/1 города Нур-Султан, первый корпус, 3-й этаж, камеры 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Во всех этих камерах их содержали, бывало и меняли их местами. То есть эти все камеры, хочу добавить, спецпродола КНБ, в котором продолжались пытки и происходили пытки. Сейчас, кстати, хочу добавить от себя, что этот спецпродол после наших многочисленных выступлений сотрудники КНБ легализовали, то есть почистили, заметая за собой следы. Лично Абиова Атыбая Дюсеновича содержали совместно с ранее судимыми убийцами, хотя они должны были это делать, так как он является подполковником Центрального отдела полиции города Семей. Все это делалось для того, чтобы оказать давление на него. В этих камерах они стояли по 20 часов в сутки, бывало по 23 часа. Мы, Абиова Алтынай, Умербаева Куралай, являемся родными сестрами задержанных наших братьев Абиова Атыбая и Умербаева Халкена, которые участвовали в этом деле только косвенно, а некоторые фигуранты данного дела участвовали на протяжении 10 лет. Статья 126 «Похищение человека». У нас имеется нотариальное заявление от Искакова
что он претензий не имеет к нашим братьям. Его также пытали и заставили оклеветать наших братьев. Отца Искакова довели, что он умер. Его супругу довели, что она его бросила и оставила ни с чем. Данную статью «Похищение человека» на наших братьев повесили. Аналогично повешали статью 194 «Вымогательство» и статью 24, сговорившись с главным организатором всех краж Скимбаевым Аскаром, который там работал с 2018 года, так как его родная сестра, повторяюсь, является судьей уголовных дел ВКО, а брат прокурором. Также на моего брата Абиева Атыбая Дюсеновича повешали статью 185, часть 1, что нашли рабочую тетрадь в гараже при обыске. Хотя я участвовала при обыске, и эта рабочая тетрадь была пустой, без каких-либо записей. Копию видео обыска у меня полностью имеется, могу предоставить. А туда приписали якобы гриф «Секреты». Наши братья Умирбаев Калкен и Абиев Атыбай на полученные средства помогали нуждающимся. Инвалиду приобрели жилье и медицинскую помощь, участвовали в процессе построения мечети, приобрели частный дом по улице 12-я линия, дом 26, город Семей. Малоимущему гражданину помогали вещами и лекарствами нуждающимся, а им навесили статью 218 «Легализация». Копия видеодоказательств и слова имама и нуждающихся народу можем предоставить. Помимо этих статей, моему брату Абиеву Атыбаю повесили статью «Похищение документов», хотя эти документы привез ему Мурзатаев Ержан, который находится в розыске. И по его изначальным словам, которые он говорил Абиеву Атыбаю, что он нашел эти документы валяющимися у Каскеева Даньяра, а моему брату эту статью повешали. Так же, как и сфабриковали остальные статьи. Мы, Абиева Алтынай, Умирбаева Куралай, являемся родными сестрами. Мы не говорим, что наши братья невиновны, но мы просим вас, уважаемый наш народ и президент Касым-Жомарт Кемелевич, судить их и наказать только за то, что они совершили, а не за то, что им навесили путем применения таких страшных пыток. Полная доказательная база у нас имеется. Все предоставим в суде. Также хочу сделать заявление от себя и от Куралай, что если после этого нашего выступления что-либо произойдет с нашей жизнью и здоровью наших родных, полностью винить начальника КНБ Жанатбека Танир Берды и других вышеперечисленных лиц. И копии с оригиналами доказательной базы, с аудио и видеозаписями хранятся по одному экземпляру у каждого нашего родственника в их надежных местах. Спасибо. Да. Коллеги, давайте мы сейчас перейдем к сессии вопрос-ответ. Поднимайте руки, представляйтесь, какой СМИ, и мы начнем. Давайте. Орда КЗ, да, Аделаида? Аделаида Успехова, Орда КЗ. Сначала уточняющий вопрос, пожалуйста, ответ короткий. Вы только что сказали, что просите, чтобы ваших братьев судили только по тем обвинениям, да, по той вине, которую они действительно совершили. Какую вину они признают и какую отрицают? Коротко. Например, мой брат косвенно только участвовал, так же, как и Умирбаев Калкен в этом деле. То, что все они, то, что брали, я вот объяснила, да, что они помогали нуждающимся. Вот. И наказать их не как вот некоторые, например, там очень, понимаете, там очень-очень много людей, 69 задержанных. Из них, получается, 69 задержанных, из них половина находится на домашнем аресте, а половина, получается, в СИЗО 12 Нур-Султан. И там половина из них вообще невиновны. То есть они вообще работали простыми охранниками, там, просто операторами, да, их не за что осудили. Также я хочу добавить, дополнить, вот я забыла совершенно, там работал такой сотрудник, как Тимур, его жена Галия, супруга, которого сотрудники КНБ в городе Семей довели до суицида. Вот недавно, 12 июня, вот мы, Какимова и Аниса, ездили на годовщину. Тимур работал там охранником, никакого отношения он не имел к кражам вообще. Но его вызывали на допросы, и при допросах его избивали, доводили, говорили, принеси 5 миллионов тенге. То есть, а человек, он как, говорит, где, говорит, я возьму эти деньги? Он говорит, продай машину. Тимур говорил им, что у меня какая машина, у меня даже прав нет. Даже прав нет. То есть потом в итоге его нашел сын, 15-летний, в сарае. Тимур наложил на себя руки, повешившись. Сын снял его с петли.
то есть доведение до самоубийства. Супруга Галия завела статью «Доведение до самоубийства», начала это дело, но опять же, по звонку, по каким-то неизвестным причинам, ей стали угрожать и сказали, что у тебя есть сын, что мы ему подкинем наркотики, а с тобой что-нибудь сделаем. И пришлось ей забрать заявление. Ответ на мой вопрос. Какую вину он все-таки признает? Частично признает кражи и все. Теперь основной вопрос. В анонсе было заявлено в виде вопроса, имеет ли отношение к этому делу Кайрат Сатыбалды. Так он имеет отношение или нет? Я думаю так, конечно, имеет. Я думаю, что какую-то часть золота, какая-то часть вот это, от этой организованной преступности, да, уходила Кайрату Сатыбалды. Потому что там он такое лицо. А почему именно? Ну, как сказать... Можете какие-то аргументы в качестве довода этой версии преподнести нам? Ну, аргументы... Первые... Разговоры, да? Вы слышали же разговоры там в КНБ среди задержанных, да? Ну, да, там многие говорили об этом из Можете задержанных. более подробно рассказать? Более подробно... Ну, например, сидит сейчас в камере соседней с моим братишкой. Кто? Кайрат Сатыбалды. И что потом? Сидят вот Ну, такие? там задержанные, все это обсуждается и говорится. Поэтому... Видите, просто мы журналисты, и нам нужна более детальная информация. Мы будем благодарны, если вы расскажете все, что вам известно. Просто этот вопрос Какие слухи был ходят? заявлен. Просто расскажите, вот, например, что вы слышали такое-то, такое-то. Нет, слух емес, кәдімгі айтсын. Ну, имеется в виду, когда она там была, да. Қасында тұрған ол кісі мойындадым ма мысалы. Иә, мен алып жатырмын алтын деп Все-таки этот вопрос был заявлен. Да. Ну, я думаю, что ТО Кайрат Сатыбалды получали золото оттуда. Это все по слухам. Я там не присутствовала. Вот то, что слышала, я говорю. А вот в камере какие разговоры ходят? Вы только что упомянули. Ну, что они получали золото? ТО Кайрат Сатыбалды, его ТО получала золото. ТО как называется вообще? Я не уточняла. То есть ТО не в кавычках Кайрат Сатыбалды, а ТО, которое... Принадлежит Кайрату Сатыбалды, да. Ага. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что ходят разговоры, от него ходят или с ним разговаривали. Это какие разговоры? Вот кто сидит с ним непосредственно рядышком, они передают, ну, я имена их не знаю, они передают одним, и потом через пятых лиц доходят слухи до наших родных родственников. А во время вот все-таки следствие уже год длится, а их задержание сообщалось в марте предыдущего года. Да. За этот год как-то его имя всплывало? Нет, не всплывало. За этот год не всплывало, но мы про пытки узнали только в феврале 2022 года. И вы в самом начале упоминали имя бывшего председателя КНБ, а также его заместителей. То есть вы считаете, что Карим Асимов и его бывшие заместители причастны и сфабриковали это дело? Да, я полностью считаю так и уверена так. Это также идет от источники достоверной информации. По какой причине им было выгодно сфабриковать это дело? Я думаю так, что верхушка нашей власти, да, вот эти чиновники все, которые сидят, я считаю так, что они брали, что они сами покрывали это все дело. Вместе там и российские, вот, ну, кто работал с Россией, это Фикалел, АО Фикалел, это российская организация. И вот там внутри тоже происходили хищения, да, вот, которые я сказала. И там это все, знаете, все так замешано, и что, я думаю, что за покровительство они брали деньги, ну, какую-то определенную сумму. Получается, они между собой не могли поделить эту сумму, которую брали за покровительство. И начался вот этот между ними, там, ну, наверху, между властями, произошел этот, получается, конфликт у них. И они решили... Ну, я уверена почему-то в этом. Хотя и они решили наказать всех и полностью вот это все устроить, задержание невиновных лиц. И крайне уточняющий вопрос. Все-таки есть какие-то подтверждающие аргументы, которые на которые вы можете, ссылаясь, аргументировать эту версию, что дело сфабриковали именно Карим Асимов? Вы только что в своем выступлении сказали, что от вас потребовали деньги в размере $40 000, и вы можете подтвердить. То есть вы дали эти деньги? Можно ли сказать, что вы дали деньги следствию? Это как в качестве взятки или как? Это не как в качестве взятки.
Да, я дала 40 тысяч долларов США, так как мой братишка позвонил ко мне по WhatsApp, говорит, найди, где хочешь, там и найди. Вначале он мне сказал найти 75 тысяч долларов США. Я ему сказала, ты что, говорю, я где найду, говорю, такие большие деньги, я где найду? Он говорит, я тебе сказал, найди, говорит, если, говорит, ты их не найдешь, говорит, я больше тебе звонить не буду. Мне кому звонить, говорит, ты у меня единственная родная сестра. Потом я, говорит, тебе перезвоню, скажешь, сколько нашла. Через пару часов он мне перезвонит, сколько, говорит, нашла? Я говорю, 40 тысяч нашла, говорю, больше нету, где я найду? И мне пришлось по родственникам ходить, клянчить деньги, собирать и в доллары переводить. Все, говорит, понял, увезешь утром, говорит, 9:00 в КНБ. Сделай, мне дали я говорю, мне дадут документ? Да, дадут. Мне дали документ. Теперь у меня анализ такой, что это все сделалось для звездочки, чтобы повысить свой рейтинг сотрудниками КНБ, Досовым, Абзалом. Это он делал выемку денег при Кочуреве Александре, капитане Центрального отдела полиции КНБ РК. Это все делалось для повышения. Еще одну звездочку хотели. Потом они, Куралай добавь, они отмечали, сейчас вот Куралай добавит, они отмечали этот... То есть они требовали денежные средства для погашения ущерба. Микрофона. Во сколько оценивают ущерб, вот, нанесенный именно вашими братьями? В иске АО «Фикалел» ущерб не указан. Иска Но вообще нету. Иска нету, есть только отношения, но там ущерб не указан. Есть сам расчет КНБ РК, который непонятно на какой основе они высчитали этот ущерб в размере 5 миллиардов тенге. Коллеги, давайте сейчас адвокат коротко расскажет суть уголовного дела, чтобы вы просто записали коротко. Уголовного дела, про которое сейчас вам рассказала Абиова Алтынай, я рассказать не могу, поскольку данному уголовному делу присвоен гриф «секретно», поскольку содержит государственные секреты, которые не подлежат оглашению. Поэтому я только могу остановиться на уголовном деле, которое расследуется по факту применения пыток в отношении 4 моих подзащитных. В данное время данное уголовное дело находится в производстве Национального бюро по противодействию коррупции города Нур-Султан. Изначально уголовное дело зарегистрировано было Центральным региональным военно-следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Казахстан по статье 146 части 2. То есть о том, что сейчас говорила Абиова Алтынай, да, факты применения физических и психических пыток, они сейчас проверяются органом досудебного расследования. Со скрипом дело сейчас расследуется, неоднократно направлялись ходатайства, жалобы. Изначально я вступил в данное уголовное дело в августе 2021 года. На протяжении 2 недель я не мог попасть к своему подзащитному. У меня вызывало недоумение то, что следственный изолятор, это учреждение ЕЦ-166/1, которое находится в ведомстве КУИС МВД РК, но там осуществляла охрану именно от моих подзащитных и других лиц пограничная служба КНБ РК. Там есть определенный порядок, когда адвокат заходит и встречается со своими подзащитными наедине, конфиденциально для бесед. Есть комната, там выписываются требования, но сотрудники КНБ никого на протяжении 2 недель они не уводили. После того, как я начал обращаться с жалобами в Генеральную прокуратуру, ко мне вывели Абиова Атыбаева, я понимал, что сейчас я получу отказ тоже. Как и до этого предыдущие адвокаты получали отказ от участия в данном уголовном деле. Когда я встретился с Абиевым Атыбаевым, действительно, он говорит, я от тебя сейчас на данном этапе досудебного расследования откажусь, потом в ходе рассмотрения дела в суде уже. И в текущем году уже в марте месяце ко мне обратились родственники. После того, как я посетил всех 4 подзащитных, они мне рассказали о том, что творилось в так называемом спецпродоле КНБ. То есть там действительно были пытки. И не верить своим подзащитным у меня оснований нет. Элементарно, когда я направил адвокатские запросы, когда их задерживали в городе Семей, есть первичный медицинский осмотр. Это по правилам, по инструкции, по приказу МВД проводится первичный медицинский осмотр. У всех есть телесные повреждения в виде кровоподтеков, ссадин. То есть изначально уже тогда
Они, как говорили, применялись к ним и как психические, так и физические пытки. После этого мы начали обращаться с ходатайством жалобами и добились 29 марта текущего года, возбудили все-таки дело военно-следственное управление, но почему-то только в отношении должностных лиц пограничной службы КНБРК. Хотя во всех жалобах указывали то, что к данным пыткам причастны и должностные лица Центрального аппарата Комитета национальной безопасности. Также мы просили, чтобы неоднократно обращались с ходатайством, чтобы данное уголовное дело расследовала группа специальных прокуроров, поскольку это было прямое поручение президента разобраться с пытками и искоренить эту проблему. Но до настоящего времени мы этого добиться не можем, поскольку Генеральная прокуратура, главная военная прокуратура, которая осуществляет надзор за данным уголовным делом, оснований для принятия своего производства они не видят. Кое-как сейчас мы добились, чтобы была создана следственно-оперативная группа в Национальном бюро из числа нескольких правоохранительных органов. 5 человек сейчас вроде включили в следственно-оперативную группу, но фактически досудебное расследование осуществляет 2 человека. Хотя мы указывали о том, что там больше 17 потерпевших по данному уголовному делу. Необходимо провести ряд следственных действий. Это производство выемки всех видеозаписей серверов с прошлого года. Они хранятся в системе КУИС, у них они хранятся на протяжении нескольких лет. Необходимо провести следственные действия в городе Семей, Восточно-Казахстанской области. Пока этого ничего не делается. Назначены судебно-медицинские экспертизы, назначены судебно-психолого-криминалистические экспертизы, но результатов пока нет, заключений специалистов. Я бы поверил, не поверил бы то, что применялись пытки, если бы это было в рамках одного уголовного дела. Но в этом спецпродоле содержались разные лица, то есть там расследовалось уголовное дело в отношении БИПЭК авто, Азия авто, в отношении Чемкенских, тоже там золотое дело, и в отношении Карагандинских. Эти все лица содержались в этом спецпродоле КНБ. Это разные, не взаимосвязанные уголовные дела, но не могут все эти лица врать, что их пытали и к ним применяли физические и психологические пытки. То есть, ладно, я как бывший сотрудник прокуратуры, я бы сомневался, что да, ребята здесь хотят уйти от уголовной ответственности, чтобы в дальнейшем себе облегчить там приговор, еще что-то, что они там говорят, что у нас в отношении нас применяют. Но когда я увидел, что имеются уголовные дела и по другим представителям, которые там содержались, тогда у меня уже сомнений не вызывало. Потом, когда я находился на конфиденциальной беседе со своим подзащитным Какимовым Асхатом, он показал мне ногу. На протяжении года у него нога была синюшная, это стопа полностью. То есть, если бы изначально, когда родственники начали жаловаться, тогда бы, если бы возбудили уголовное дело, зарегистрировали его в установленном порядке, то вот эти все телесные повреждения, их можно было бы установить. К сожалению, сейчас уже приходят некоторые экспертизы, которые не показывают каких-либо телесных повреждений. Сейчас мы ходатайствуем, чтобы привлекли специалистов. Вот 2 моих подзащитных, Тизикпаев и Орумбек, Абиев Атыбай, они потеряли слух. Не полностью, но потеря слуха у обоих. До сих пор не привлекли специалистов, которые дали бы заключение, а на основании этого эксперт дал свое заключение уже. Рентген элементарно не делают. Вот Тизикпаева и Орумбека 2 ребра сломано было. Эти 2 рентген-снимка, которые делали в прошлом году, они исчезли. Они по материалам дела, сам Орумбек говорит, следователю военно-следственного управления, не знаю, сделал, не сделал, он говорил, что они делали эти рентген-снимки, но они были сохранены в компьютере. К сожалению, компьютеры, после того, как спецпродол КНБ оттуда ушел, он у них каким-то образом сломался. То есть они должны были попробовать восстановить этот диск, жесткий диск, и оттуда уже вытащить эту информацию. Но на данный момент
элементарно я сейчас поражаюсь, я вот как вступил в дело по пыткам, меня даже, оказывается, не признали представителем потерпевших. Хотя там никакого заявления не нужно. Просто когда уже я прихожу, заявляю, что я вот адвокат, представляю уведомление, они должны были признать представителем потерпевшим, но до настоящего времени до сих пор этого даже нет. Поэтому сейчас у нас только надежда на суд по основному делу, поскольку там очень много вопросов, которые расследовала межведомственная следственная оперативная группа КНБ, МВД, РК. Ну, будем надеяться только на суд. Если мы хотим построить новый Казахстан, я надеюсь, услышат в суде хотя бы, потому что... А можно вопрос? Вот вы сказали, что в марте этого года возбудили дело, да, а виновные, вот, те, кто причастны, они установлены, они сейчас им предъявили обвинения? И сколько вообще грозит по основному? Вот сестры, да, ваших клиентов, они говорят, что частично признают свои по факту кражи. Сколько им грозит, если мы там берем? Да, там, как и вот сказали, что да, мои подзащитные, они только признают по нескольким эпизодам краж. Там это... А по остальным вменяемым им преступлениям они вину полностью отрицают, поскольку считают себя невиновными в данной это. Ну, это будем мы доказывать тоже в суде теперь. Это. Куралай, давайте так, чтобы коллеги не запутались, еще раз, с какой фирмы золото похищалось, ну, то есть по уголовному делу, да, первому? По тем людям, причастны. Кто замешан и все-таки кто бенефициар конечный вот этих похищенного золота? Можно я отвечу? Да, Давай. сейчас вот по причастным лицам в заявлении мои подзащитные, они и все другие, которые там признаны подозреваемыми по уголовному делу, они конкретно указывали на лиц. Это сотрудники ПСКНБ и должностные лица Центрального аппарата комитета. Но до настоящего времени никто из них подозреваемым не признан. Даже не допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. То есть сейчас, как и следователь говорит, и органы прокуратуры, нам необходимо получить заключение экспертиз. После этого только мы будем признавать их в качестве подозреваемых и принимать процессуальные решения. Они все работают? Все действующие работают. Куралай, давайте добавим с самого начала, да, с какой фабрики вообще золото похищалось, еще раз просто, чтобы коллеги не запутались. Имена, фамилия, объемы похищенного золота. Похищение производились в компании АО «Фикалел». Это находится в городе Семей. Компания российская. То есть у нас, по нашему подозрению, то есть Казахстан, российская компания полностью занималась добычей этой руды и отправлялась какой-то, есть определенный объем, который отправляли в Россию. Но мы вот так слышим, что они отправляли объем больше, чем надо. И перекрыть эту недостачу, они решили сфабриковать это дело и навешать на всех, кого они могли на тот момент задержать. Так как компания АО, она ежегодно делает аудиторскую проверку, я думаю, 4 делает наша лучшая компания, потом они делают свою проверку, то есть у них никогда недостачи не было, а теперь им вменяют столько эпизодов краж, что как на канале Евразия выступили наши родные, что еженедельно там вытаскивали по 20 килограмм золота. То есть это какая должна быть недостача, если еженедельно вытаскивали по 20 килограмм золота, а при этом компания не заявляет ни одной кражи, нету недостачи, дает своим сотрудникам премию. То есть компания работала, кто как мог воровал, начиная с руководства, а навешали все это дело на наших родных. А кем именно они работали? Именно мой брат и Атыбай не работали в компании. Мой брат жил в Астане и работал в Астане. Атыбай работал в правоохранительной системе. Но там задержали не только сотрудников завода и других лиц тоже. 70 человек, 69 человек. Из них 35 сидит в СИЗО. Как тогда, если они не работали в этой компании, как они причастны вообще? Раз они признают свою вину частично. Ну, там есть, они говорят, определенная группа, которая извне заходила. Но самого участия у них не было.
олар енді содан ақша алып содан пайда көріп отыр ғой, демек шығарған алдынан пайда көрген ішінара мойнында болса, демек олар содан ақша алып отыр ғой. Частично бар, үлесін алып отыр ғой. частично бар, иә. 70 адамның қаншауы ішкі істер органдарында істеген, ұсталғандар? Бір 4-5 адам бар правоохранительный органның. Оларға да осындай статья тоже: кража, вымогательство, похищение. Сондай статьялар. Кому сдавали украденное золото? Кто бенефициар? Куда отправляли золото? Мы этого не знаем, следствие само не знаем. Они продавали. Ну, кому продавали, тоже неизвестно. Это уходило, наверное, от ответа. Кеше бас прокурордың орынбасары Шалабаевтан осы мәселеге байланысты сұрақ қойдық. Ол кісі жауап бергісі келмеді, қашты. Сосын жаңағы ол кісіге 7 шілде күні сіздерді қабылдайтынын айтты да. 7 шілде тым ұзақ емес па мәселен? Неге олар сіздерді қабылдамай отыр? Қазақ тілінде айтып берсеңіздер. Біз кеше Генеральный прокуратураға бардық. Шалабаев мырза бізге шыққан жоқ. Қайтадан Мажуренов мырзаға біз уже 26 апрельден бастап уже неше рет бардық. Мажуренов бізге тағы кеше сол сөздерін қайтадан қайталады. Жарайды, біз осыны қарастырамыз, на контроль возьмем. Біздің сұрақтың бірі, гриф секретность қайдан шықты? Бұл жай ғана ұрлық. Кіммен істелсе де бұл ұрлық. КНБ причем, неге МВД заниматься етпейді? Гриф секретность неге берілді бұл? Біз ойлаймыз, егер гриф секретность берілсе, значит, бұнда бір доказательство жоқ деген сөз деп ойлаймыз. Сол үшін гриф секретность беріп, біздің бәріміздің аузымызды жауып отыр. Сондай сұрақтарды біз 3 майда қойып кеткенбіз, жазбаша жазып кеткенбіз. Енді кеше Мажуренов бізге қайтадан соны қайталайды. Жарайды, мен Восточный Казахстанның прокурорына задание берем, гриф секретностьті білем, контрольға алам, бәрін қарастырам. В общем, 1,5 ай бізге 1-3 сұрақты айландырып, бізге жауап бермейді. Жарайды, қарастырам деді. Мажуренов мырза кеше бірінші рет емес бізді қабылдаған. Біздің сұрақтарымыз қайталанып отыр. Ол және осы қайталанған сұрақтарға забылады және бізге. Біз одан мен үйттім ғой, мен бүйттім ғой дегендей. Бірақ та нәтиже жоқ ол кісінің берген тапсырмаларынан. Өткен жолы біз 31 май күні 30-ында ма ВКО-ның Шығыс Қазақстанның прокуратурасына бардық. Байшолақовқа. Сол кісіге тапсырма берілді. Мына гриф секретности деген неліктен енді айтып беру керек қой, неге секретный деген нәрсе? Бұлар әлгі ракетный базаны тонаған жоқ. Президентке шабуыл жасаған жоқ. Немнесі секретно болып тұр? Кража ма, кража. Вот действительно, поймите, ребята, репортеры, это обычная кража, которую наши, у меня сын, вот братья, мужья, признают. Ешкім оларды ангелами деп айтып отырған жоқпыз. Бірақ та мы просим, чтобы это было справедливо. А не то, что бір адамға 10 статья, 8 статья, менің ұлыма 4 статья жабыстырып отыр. Және бұларда получается рейдерство частных собственностей, недвижимого и недвижимого имущества. То есть они все хотят отобрать. Сонда осы балалар ғана ма бүкіл семьяны, әулеттерді асырап отырған? Бұлар дүниеге келмегенде осы нәрсе менің үйімде болмас педі, бұларда баспана болмас педі. Соны түсіндіре алмай отырмыз біз. Осы Мажуренов мырза кеше айтады: ал жарайды, жақсы. Енді мен қайтадан сол ВКО-ның несіне прокурорына, фамилиясын Байшолақовқа қайтадан тапсырма берейін. Бұлардың кінәләрі неліктен қалай дәлелдеп отырғанын сұрайын дейді. Сосын тағы да жауап берем. Ал бұлардың дәлелі неліктен шығып отыр қазір біздің шуылдап жүргеніміз неліктен? Ұрып соғып алғандықтан. Сонда бұл бітпейтін нәрсе болайын деп тұр ғой. Бірінші дәлел, біз мынаны дәлелдеуіміз керек, ұрып соққан. Зорлық, зомбылық көрсеткен. Өйткені бұның барлығы мойындап, мойына алып отыр. Неліктен бұлар? Таяқ жеп, тепетинникті аузынан тығып, қабырғаларын сындырып, керек адам біреуін өлтіріп, екіншісін асылып не сақталып қалған өмірін, менің ұлым қолына тамырын кесіп, тоже өлгісі келген. Ол ондай жағдайға неліктен барады? Мама, мен шаршадым бұлардың ұрған соққаннан дейді. А енді сол жауаптарын Мажуренов бізге қайтадан соны бетімізге кеп айтып, міне олардың мойындағандары деп айтпақшы. Сонда бұл енді логикаға жатпайтын нәрсе ғой. Бірінші осы пыткалармен әлгі бір нәтиже шығару керек. Содан кейін основное дело потом должно рассматриваться. Вы понимаете, это получается круговорот бесконечный. Одно и то же. То есть
превращает нас в идиотов. Біз үйттік қой, біз сөйттік, анда жібердік, анда барыңдар, мында бардық біз, бір рет емес. Ол есікті тепкілеп, шығып, кіріп, бізді әдемі сөйлеп, жылы сөйлеп, бізді шығарып салды. Шалабаев неден қорқады, неге қашты ол кеше? Оны біз білмейміз. Шалабаев сізге жауап берді ме? Қашып кетті ғой. Енді сізге тура бетіне қарап сұрақ қойып тұрған адамға жауап бермесе, біз ол кісінің түрін көре алмай жүрміз. Бізді қабылдамайды. Қабылдаймын деп, есік ашық тұр деді ғой сіздерге. Есік ашық. Егер ол адамдар осы қалада, Астанада, Нұр-Сұлтанда болатын жағдайда есігіміз ашық, қабылдаймыз. 7 июльге апармайды деді. Кеше бардық. Бардық кеше. Шыққан жоқ, тағы да Маржаренов жолдас шықты бізге. И ол кісінің жауабы осылай болды. Сонда кеше біз өзі действительно иногда настолько мы опешены ответами вот этих вот представителей чиновников, жарайды біз ВКО-дан, ВКО-ның прокуратурасынан сол дәлелдерді сұрап алайық дейді. Ол дәлел біз шырылдап жүрген осы ұрған соққаннан шыққан дәлел болып тұр. Сонда ол не қажет оны сұрап бізге қайтадан бетімізге, одно и то же бізге қайтадан бетімізге соны баспақшы. Мынаны дәлелдеп жүрміз біз. Мына пыткаларды, зорлық зомбылықты дәлелдеген соң, содан кейін основной ана делосын қарасын. Сол біздің айтайын дегеніміз. Сұрақтарыңыз бар ма енді ары қарай? Жаңа сіздер Кәрім Мәсімовті қатысы бар сол бұйрық берген деп айтты дедіңіздер. Ол жердегі егер күдіктілеп алынған күннің өзінде сол қызметкерлер олардың қатыстылығы, олардың бұйрық берген айтпаса, демек содан ары қарай кетпейді ғой. Әрине. Сонда да сіздердің айтып тұрғандарыңыз сол тек бір адамның сөзі, бір адамның сөзі ғана қарсы тұрады. Жақсы. Коллеги, если вопросов нет, давайте завершим. По итогам конференции можно просто записать. Нет, я еще не выступила. Хорошо, давайте. Я являюсь матерью Аспанова Рауана Задаевича, тоже фигуранта этого дела, Жакупова Шолпан Арстановна. Мой сын был задержан также и обвиняется в совершении кражи фиг-алил, золото содержащего сырья. По делу я сама лично сказать не могу. Вот вы вопросы задаете по основному делу. Там все сфабриковано, во-первых. Во-вторых, мы еще не ознакомлены до конца. Наши дети, фигуранты, до конца еще ознакомление не прошло. Наш вопрос поднимается в пытках. Вы поймите, пожалуйста. Вы хотите узнать про Масимова, про Сатыбалды. Нас волнуют наши дети, братья, мужья. Вы это поймите. Теперь просто интерес ваш совсем в другое русло уходит. Я хочу остановиться кратко на фактах применения сотрудниками КНБ и НВДРК насилия, именно выразившихся этими вот сотрудниками КНБ, которые, опять-таки, мне тоже стали известны по истечении почти года. То есть точно так же не подпускали. Я нанимала, 4-й адвокат только был допущен через 8 месяцев, когда все было сфабриковано. Почти ничего не знала, что происходит. Если были свидания, то вот с этими, которые их избивали, они непременно сидели рядом. Я думаю, что боясь, что мой сын может мне что-то шепнуть. Этот шрам, который сейчас у него на руке, я при первом свидании заметила и спрашивала. Ничего, мама, ничего. Вот этот ответ был. Потому что тот, который непосредственно избивал, сидел рядом. Лишены всякой информации относительно сына, вот эти люди родных своих. Теперь, когда мне предоставилась возможность встретиться и поговорить с сыном наедине, я узнала о жутких подробностях, примененных в отношении него, по выбиванию угодных для следствия органов показаний. Со слов сына я узнала, что его тоже обливали холодной водой. Не давали спать по 3 дня, из них только 2 часа давали спать. Избивали дубинкой, в связи с чем у него на правой кисти образовалась большая гематома, которую целый месяц делали перевязку. И медсестра это подтверждает. Можно я зачитаю именно вот показания сына? Это вот он мне передал на стольких страницах. То, что, я думаю, это долго будет, но если вы разрешите, я могу прочитать. Я бы не хотела, это мое личное. Просто конец. После того, как вот ударили по руке, он говорит, моя рука превратилась в большой шарик, сразу опухла. После этого эти двое мне связали руки скотчем и завязали рот скотчем, чтобы я не кричал. Потом взяли веревку и накинули на руки через скотч и привязали к решетке, которая закрывает окно. Вы просто перед глазами пропустите, как фильм.
Я висел на решетке, а Кайрат Сартай избивал меня по ногам, по коленкам. Так я провисел некоторое время. После они меня отвязали и взяли объяснительную у сокамерника, который не причастен к этому делу. Они даже привлекали, видите как, у сокамерника, что в случае, если я вскроюсь и суицид совершу, то в этом будет виноват этот сокамерник. Вы представляете, что они делают? Он не хотел писать, но они его заставили. После они поставили меня на линию посередине камеры и ушли. Линия, это вот эта белая линия называется. И они там стоят, не двигаясь. Ни налево, ни направо нельзя. Время, чтобы покушать, они давали 5 минут. В этот день я простоял до 3 часов ночи. В течение дня они заходили, говорили, чтобы я дал показания, какие им нужны. Говорили, что если я не дам показания, мне будет хуже. На суде они все решают, и они решают, сколько, кому какой срок давать. Нас 21 день не выводили на прогулку и в баню. При нахождении в спецпродоле, даже после всех избиений, нас выводили на прогулку. То есть прикрываясь, что все нормально. После избиений. В месяц 1 раз, вот когда находились в спецпродоле, передачки заходили не в полном объеме, пограничники забирали еду с пакетов. То есть мы и так редко, я лично живу в Семее, и 2 раза в месяц только могу делать через онлайн там передачу, и то не все доходило. Так, на сегодняшний день на руке у сына вот это свидетельство избиений есть, то есть шрам есть. Теперь, это была всего лишь краткая фабула о том, что вытворяли за стенами СИЗО сотрудники КНБ и МВД с нашими детьми и родными. Хотелось бы спросить у власти, что толку, что в Конституции Казахстана нет статьи о смертной казни, если, прикрываясь высокопоставленными чиновниками, имея в их лице поддержку, такие мелкие сошки, как Кайрат Сартай, Куандык Мухтархан Хамид Еркин, Алишер Жаналиев, Александр Качуров, в прямом смысле, без кавычек, убивают и пытают наших родных. То есть они возводят себя в ранг вседозволенных людей. Им все можно. На каком основании? Пусть они отвечают по букве закона. После всех наших встреч в кулуарах Антикора, Генеральной прокуратуры Нур-Султан, ВКО, администрации президента, КНБ Нур-Султана и Семея напрашивается вопрос, кого прикрывают, чьи фамилии прикрывают, чьи приказы отрабатывали Жанатбек Таниберде, Алишер Жаналиев. Кругом отписки, равнодушие, обман, игнорирование высокопоставленными чинами. То есть они в прямом смысле слова обманывают нас. Остановлюсь на примере вчерашней встречи с господином Мажиреновым, который вот так и говорит. Ну неужели это специалист, который... Он сколько лет сказал отдал? 29. 29 лет отдал прокуратуре. И он говорит, я запрос сделаю. То есть те же доказательства он хочет по новой сказать, что это да, доказательства. Нет, это не доказательства. Это путем пыток взятое доказательство. В протоколах судмедэкспертиз от 2 июня от этого года, 22 года, за номером 253, без осмотра и освидетельствования моего сына заключение дают. Но опять-таки он говорит, мама, там двоякий смысл со словами «не исключаем», «возможно». То есть даже судмедэксперты там скользко отвечают, пишут. На карточках медицинских от СИЗО появились записи задним числом. 16 марта, что все чисто, дерматолог осматривал кожные покровы. Как может быть чисто, если 13-14 марта 2021 года вовсю их избивали? Как может быть чисто кожные покровы? Там у него полтела было черное и синее от побоев. Одна часть была, говорит, у меня черная. И еще одно доказательство. Когда я позвонила, это было, вот число не помню, я попала в больницу. Но перед этим мне звонил Досов Абзал, чтобы прийти на допрос. Я согласилась, но вечером мне 2 раза поднялось давление, на утро опять поднялось, и меня забирают на скорой. Криз у меня случился. После этого, как я выписалась из больницы, я, как честный человек, думаю, пойду на допрос. Позвонила этому Досову, говорю, я вот выписалась, давайте я подойду. Какой допрос вы хотели у меня мне устроить? Он тут же говорит, нет, успокойтесь. Вы пролечитесь, отдохните, не надо. Тема изменилась. Что-то за эти 8 дней, которые я лежала в больнице, что-то изменилось, значит. Я потом начала говорить, на каком основании вы выпускаете видео в YouTube,
где наши дети, родные, всего лишь подозреваемые, ничего не доказано. И в то же время вы говорите, что тут гриф секретности. Показывают их лица после избиений, они как будто признаются вот в этом, в этом, в этом. Почему я не знаю адвоката, государственного того же? Почему я не знаю, кто следователь? И тут он говорит: успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Хотите, ваш сын позвонит вам? Это было в начале 21 года, в марте месяце. Я, конечно, хочу. Совершается звонок. Берсагат Утпи, звонок, мой сын звонит. И там же он, естественно, само собой, под напором этих следователей: мама, успокойся, не шуми, ты делаешь мне хуже. Хочешь приехать, свиданку тебе дадут. Вот что было. Это прямое подтверждение того, что если бы я пошумела, вот тогда и надо было. Но мы, как обыкновенные люди, каждая мать боится сделать больно и страшно своему сыну. Обманывали их, а мы были рады этому. Конечно, в чем мы очень-очень сожалеем об этом. Вопрос есть? Вот основание антикоррупционной службы. Мы думаем, что антикоррупционная служба либо боится расследовать данное дело против отношения сотрудников КНБ, либо они сами хотят увести от уголовной ответственности данных преступных лиц. Потому что мы увидим, что в течение 3 месяцев дело волокитится. Уголовное дело не заводили. Первые жалобы пошли 3 марта 2022 года, но уголовное дело завели только после объявления сухой голодовки наших родных в стенах СИЗО. 29 марта завели, но по сей день никакие работы, можно сказать, не ведутся. Медицинские экспертизы, которые назначили сам Карымсаков, руководитель департамента антикоррупционной службы, и Юсупов, я говорю: почему вы не назначили, почему не проводите? Они говорят: в государственных экспертизах таких специалистов нет, как эндокринолога и судролога. Но частных нам бухгалтерия не дадут оплачивать. Почему-то не будет у них бухгалтерия оплачивать. Потом они передают дело. Уже 4-й следователь у нас, на каком основании. То есть 3 месяца ничего не делается. Допросили только наших родных. Экспертиза у нас не проводится. Все это, конечно, делается, что, как сказали, синяки, ссадины зажили, ребра уже срослись, шрамы зарубцевались, место от петли зажило. Все это делается, затягивается момент, чтобы все эти наши доказательная база была утеряна, чтобы прекратить это дело против отношения сотрудников КНБ. Хорошо. Тогда мы сейчас завершаем пресс-конференцию. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо вам.